Всем привет! Ну что, сегодня 9 января, Новый год 2024. В Якутске вот такая вот классная погода, в кавычках, конечно. Но сегодня подморозило конкретно. Там где-то люди смотрели, у них на термометрах за минус 50 уже. 51, 52 показывало в пригородах Якутска. В Якутске тоже не теплее. 48, вот так вот. Люди идут. Ветра сильного нету, но вот минусовая температура, вот это она довольно хорошо чувствуется. Ой, так, переходим побыстрее. У нас тут ограниченное время дается на переход. С этой стороны здесь вот разные киоски с едой. Можно что-то себе подкупить. Если вы проголодались, вот кебаб. Да? Так, меня уже в руках замерзло, слушайте. Так что я прячусь, не по много буду снимать такими короткими фрагментами. Это кладовая севера. Вот тут разная еда, рыба. Посмотрим, муксун 670 рублей, омуль 470 булунский, нельма 1260 и чир 800 рублей. Такие примерно цены на начало года. Что продают тоже продукции местного производителя. Суповый набор, потроха. Так, ладно, все, я побежал дальше. Ну, это площадь Ленина. Смотрите, там эти светящиеся фигуры, вот их еле видно. Люди идут. Сейчас конец рабочего дня уже, как бы, поэтому возвращаются люди с работы. Дом правительства. Там видно ледовые фигуры. Вот стоят. Видно, да? Машины все вот под Наташами, соответственно, здесь, чтобы, ну вот, кто работает, могли выйти и сразу поехать. Но это заведенная, конечно, стоит она, раз такая, на непродолжительное время ставят. Так, нам надо переходить. Это бывшая типография Гагарина. Вот, видите, да? Труба так вот торчит у машины. Ну, она работает, изредка включается. Ну, а я что тороплюсь? Я боюсь, что телефон замерзнет. Это здание Комдрагмеда, там большая вывеска такая, с Новым годом. Что замерзнет и вырубится. Слушайте, у меня телефон уже замерзает. Так, это Острог, там ярмарка, продажа обычно проходит. Там сейчас машины стоят, может там просто автостоянка как. Так, а мы направляемся к Преображенскому храму. Вот видите, там колокольни уже видны, купола. Смотрите, я сначала подумал, человек какой-то стоит, а это, кажется, памятник вот такой. Ложил этот, раньше так клали вот дорогу из, ну, кусочек полена пилили и вот стелили здесь. Так, а мы сюда направляемся. Вот храм Преображенский. Вот я вот это пришел поснимать сюда. Ясли. Такие красивые. Делают, как обычно, здесь на территории Преображенского храма. Дева Мария, младенец Иисус, Иосиф.
Свечки можно поставить. Вот овечка. Так вот. Изо льда сделано. Смотрите, какая красота. И вот архангелы. Архангелы Михаил, Гавриил, сколько я помню. Вот эти вот, кто помнит, читал. Волхвы, дары приносящие. Так, мне надо быстренько, чувствую, телефон уже замерзает. Ну и вот это апостолы, да? Апостолы. Так вот все красиво здесь выполнено. Еще раз пройдем. Звезда Вифлеемская. Вот такая вот красотища здесь. Вот такая красотища здесь изо льда все это сделано. Каждый год делают. Кстати, здесь вот появился киоск. Тут можно зайти, что-то перекусить. Так, ну ладно, все, дальше идем. Это мы идем по улице Аржакова. Вот там памятник Аржакову. Кстати, вот кто хочет посмотреть зимний Якутск, на канале много видео. Я раньше даже стримы снимал. Вот в мороз. Так что смотрите предыдущие видео за прошлые года, там довольно много вы сможете посмотреть зимнего Якутска. Я ходил по различным местам. Ну и вообще не только зимние, в любое время там года, поэтому смотрите канал, там разные видео есть. Ну, они сгруппированы по тематически Якутск. Так что вот туда заходите и смотрите. Так, это мы находим уже на улицу Амосова. Ладно, все, я прячу. Здесь еще одно с этой стороны острог стоит. Ну, как бы раньше Якутск-то, когда его 390 лет построили, он представлял собой деревянную крепость. Поэтому вот эти был забор такой высокий из бревен. И вот эти остроги, где дежурили караульные. А это мы подходим к гостинице Тыгын-Дархан. Вот это гостиница Тыгын-Дархан, одна из лучших гостиниц в городе. Ну и здесь вот напротив сразу вот такие вот бутики. А это у нас раньше универмаг был, сейчас это дом торговли. Кстати, вот эти фигуры, которые раньше на площади Ленина стояли, их вот сюда поставили. Представляете? Отель Тыгын-Дархан. Так, ладно, идем, бежим. Потому что у меня телефон, я чувствую, сейчас вырубится. Надо зайти вот в этот дом торговли и там погреться нам с вами. Вот это вот универмаг здание. Как вы видите, ну сейчас это Якутск Плаза называется. Якутск Плаза. А дом торговли там дальше. Сейчас мы сюда зайдем и погреемся. Смотрите, тут какая елочка прикольная. У меня все, телефон, короче, вырубился же, представляете? Сюда зашел, он вроде бы оставил. Так что тут вообще все махом замерзает. У меня экран, короче, снимает вот так как-то тормозами. Как будто бы картинка сыпется. То есть техника, вот эти смартфоны, они не выдерживают этого мороза просто вообще. То есть вам 5-10 минут, и у вас, если телефон будет, он просто замерзнет, и вы уже без связи останетесь. Улица Ярославского. А вот и дом торговли. Здесь на первом этаже Литуаль. Смотрите, у них тут елочки такие красивые стоят. Ну, это улица Ярославская. Сейчас самый такой лютый мороз, ужас. Вот так вот выглядит январь месяц, холода. Впереди крещение будет. Ну а мы немножко прогуляемся, пока телефон снимает, как бы, да, я снимаю. А как он выключится, значит все, запись красивая.
Крашена азбука, магазин азбука. Кстати, обещают же еще холоднее. То есть сегодня 48-50 градусов. Обещают похолодание там чуть ли не до 58 в Якутии градусов. Поэтому будет еще более жестче. Кстати, 19 числа января будет крещение. Крещение, ну как обычно, на Лене будет проходить. Недалеко от Якутска. Так что время еще есть. Кто хочет, приезжайте в Якутск на крещение. В ледяной водичке окунетесь. Самое такое морозяка будет, я чувствую. Так что, если хотите прочувствовать сибирские морозы, вот приезжайте сейчас. Сейчас эти морозики у нас ударяют очень хорошо. И крещение, конечно, в проруби на Лене. Такую погоду при таких минусах. Это испытание. Это, честно, испытание. Поэтому, я не знаю, у кого грехов там много. И только в Якутск езжайте и вот обряд проходите. А иначе никак. Погрелся здесь. Кстати, знаете, в чем дело? Я Сбербанк включил и снимал на улице, и он у меня телефон вырубился. А с Powerbank, похоже, вот с внешним питанием можно ходить и снимать. Представляете? Но, правда, экран замерзает. Но не знаю, насколько это опасно для телефона. Ну вот, внешняя батарея как бы позволяет все-таки что-то производить, какую-то съемку на морозе. Это так кому-то на заметку. Так что надо Powerbank в тепле держать, куда-нибудь его себе прячьте в теплое место, под куртку. И вот можно таким вот образом. Ну, это мы подходим. Я тут еще немножко поснимаю, может, кто не смотрел. Центр города Якутска, рядом с мэрией. Здесь находится Саха-экспоцентр, потом ЦУМ и проспект торговый центр. Все вот такие большие магазины, крупные. Ну, в преддверии Нового года тут был аншлаг, конечно, куча машин стояла, куча людей. Все покупали какие-то подарки. Ну, а сейчас уже все, по сути дела, Рождество, Новый год кончились, остался только старый Новый год, но его уже не так отмечают, как вот просто кто-то отмечает, кто-то совсем не отмечает старый Новый год. И обычно уже на него подарки не дарят. Но вот такая небольшая традиция осталась. Зашел в СУМ, смотрите, какая елка, кверх ногами к потолку еще прицеплена. Что-то новенькое. Такого я еще не видел. Чтобы елка, да, к низу звездой, макушкой. Да, у меня телефон пока согрелся. Значит, я вот тут немножко в ЦУМе побыл, в нашем. Пока он до 3% батарейка у него подзарядилась, а также он вообще не хотел снимать ничего. Пришлось тут ждать. Особо тут ничего такого нет, но интересно. У них тут еще новогодние вот эти украшения все есть. Это как симпатично все сделано здесь. Прикольно, да? Ну, праздники уже закончились. Так что, если, наверное, кто не успел, только тот. И елочка у них. Все, выходим. Так, опять в открытое пространство. Кстати, здесь смотрите, какие батареи мощные стоят при входе. Они теплые, кстати. Теплые, можно руки погреть. Кто там подморозил себе, замерз. Ладно, все, выходим.
Я еще немножко поснимаю. И все. Так, давайте вот так, наверное, пройдемся. Можно по себе пройти? Можно. Сейчас уже 7 час в Якутске. Уже так интенсивность такая спала автомобильного транспорта. Вот это торговый дом Проспект, здесь Бургер Кинг у нас. Вот это здание мэрии. Вот этот Поражова, участок такой небольшой. ЦУМ, Якутск. Ну, тут вокруг киоски вот с едой можно перекусить. Там внутри тоже еда. Вы тут голодными не остались. Лишь бы были у вас только денежки, соответственно, денежки. Надо покупать все это себе будет. Ух ты, тут они, смотрите, экран какой-то повесили. Сейчас глянем. Все-таки я пришел к выводу, что снимать на телефон, в общем-то, как удобно, так отчасти летом получается, но зимой, когда он замерзает, нифига неудобно, руки замерзают, и просто телефон замерзает. И, короче, сложность. А экшн камеру можно, в принципе, упрятать. Вот. Чехол какой-нибудь термостойкий, и, соответственно, машины тут выскакивают со всех сторон. Ну и в стекле, если запрятать, его вообще можно долго снимать. Ну и что, надпись Якутск, это у нас не светится нынче. Хотя там внутри подсветка. Лампы были раньше, светилось, как-то было прикольно все это смотреть. Ну, сейчас вот так вот это выглядит. А может специально с какой-то целью, я не знаю. Ну, я иду на остановку. Вот эта остановка. Кинотеатр Центральный называется. И тут я уже сяду на автобус и поеду. Перекресток Курашова, Ленина. Площадь вот эта вот, где торговый центр московский, ее реставрировали, как он по-другому выглядит. Еще сейчас хочу вам показать теплую остановку. Вот такие теплые остановки в городе. Тут часть людей наружу, а тем, кто долго стоят, вот они сюда заходят. И вот здесь вот прячутся. Там тепло. Вот какая-то она маленькая все-таки для этого. Могли бы ее побольше сделать. Или пару, допустим. Таких вот теплых остановок. Вот тут еще новогодние украшения. С Новым годом написано. Ладненько. И все, давайте все прощаться. Я уже сажусь, вижу автобус и уезжает. Всем пока.